Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Сиротин, я литератор и актер, и меня попросили ответить на разные вопросы. Сейчас попробую. Написал я эти стихи больше 10 лет назад, а для кого это сказать очень сложно, потому что вообще-то обычно, пишешь для себя. Вот. Если кому-то еще нравится, кроме тебя, то и замечательно. Вдохновляет, собственно, вдохновляет все, вдохновляет жизнь. Ничего специального для вдохновения не делается. Вот. Просто что-то, какие-то строчки вдруг возникают какие-то услышанные, например, по радио строчки вдруг, да, приходит в голову, что это можно зарифмовать и что-то забавное из этого сделать. Даже просто на улице какие-то разговоры. Причем это касается и стихов, и прозы. Я не уверен, что все его знают, но это персонаж из повести «Дуэль» Чехова. Там был такой дьяк, который очень был добрый и очень старался всех помирить. В общем, это надо читать. В общем, чтобы коротко, это вот дьяк из повести «Дуэль» Чехова. Вообще очень люблю Чехова. Так не обязательно его любить, понимаете? Если вы чувствуете, что вам нравится читать, ну и хорошо. А если вы чувствуете, что вам не нравится, специально заставлять себя читать и специально любить чтение не надо. Каждому свое. Либо не пришло время, либо просто сейчас очень все поменялось. Сейчас ведь вообще и книги-то сейчас больше электронные, чем бумажные. Все переходит в формат телефона, в формат гаджетов. И поэтому, если вам это нравится, если интересно, то хорошо. А если не получается полюбить, то вообще заставить себя полюбить очень сложно, в том числе и чтение. Все, как говорится, как говорят многие авторы, читайте, все есть в моих произведениях, там все советы. Вот. В Якутии я не был, несмотря на то, что я много лет жил на Крайнем Севере и родился там, и жил. До Якутии, вот я совсем недавно посмотрел, специально готовясь к этому видео, ехать неделю, от Москвы только ехать неделю, да, на поезде, а от того места, где я жил, еще дольше, потому что сперва надо доехать до Москвы, а потом оттуда еще неделю до Якутии. Поэтому, конечно, я в Якутии не был, вот. Вообще, вы знаете, страна у нас огромная, и многие ее проблемы в том, что она слишком большая. Вот. Но, тем не менее, конечно, слышал. Вот тоже интересный вопрос, на что похожа доброта. Я так подумал, наверное, на какую-нибудь маленькую милую старушку, на маленькую милую бабушку, на маленького милого дедушку. Насмешить легко меня, потому что я очень смешливый человек, и мне это, например, очень мешало, когда я работал в театре, потому что партнеры мои меня очень любили раскалывать, что называется, смешить во время спектаклей. Мои творческие планы какие? Вообще, я стихи пишу все реже и все чаще пишу прозу. Вот здесь вот шкаф, видите, у меня, и здесь стоят книжки мои, стихи, но и проза. И я сейчас больше вот именно по прозе специализируюсь и очень надеюсь, что еще получится чего-то написать, кроме тех повестей и рассказов, которые уже написаны. Вот мои творческие планы продолжить, собственно, писать, в том числе и прозу. Но если быть честным, то сейчас, в настоящее время, играть, конечно, легче, потому что играешь ты чужой текст, в общем-то. Ты его, конечно, как-то интерпретируешь по-своему, можешь импровизировать, но ты играешь чужой текст. Тебе надо только грамотно его красиво, хорошо, интересно сыграть. А вот когда ты пишешь, да, ты должен писать от себя, из головы, это всегда сложнее. Так что играть мне легче. И, кстати, вот сейчас мне очень помогает актерская практика. Это на правах рекламы уже. Значит, мы проводим с моей коллегой, другом Валентиной Дегтевой, тоже детским писателем, вебинары разные. Есть такой портал, образовательная среда, называется «Покажи и расскажи». Вот если вам интересно, вы можете туда зайти и посмотреть, и записаться на наши вебинары. У нас там разные вебинары на разные возрасты. Есть у нас, например, русские сказки с котом-ученым, где ребята
изучают сказки, фольклор. Есть у нас, например, разноцветные сказки с поросенком. То есть, видите, игровые такие. Есть книжные лаборатории для детей, которые хотят стать писателями или просто любят что-то писать, придумывать, фантазировать. Вот. И у нас там разные персонажи, которых, собственно, вот Валентина ведет это все, а я там как актер работаю. То есть где-то играю книжного волшебника, где-то играю вот этого ученого кота, где-то играю поросенка Хрюкина, вот, ну и так далее. Так что вот, если кому интересно, то вот будем рады, если присоединитесь, запишитесь на наши курсы. Еще раз напоминаю, это называется «Покажи и расскажи» образовательный портал. Наверное, больше всего, я думаю, Винни-Пух. Мне очень нравится там, знаете, это как я говорю всегда, что самое наглядное изображение, как создаются стихи. Помните, там Винни-Пух, Пятачок его спрашивает, кто ходит в гости по утрам? И Винни-Пух говорит, кто ходит в гости по утрам? Тарам-парам, парам-тарам. Вот это значит все, вы получили стихи. Замечательно. Или, например, то есть как бы весь процесс сочинения стихов показан, да, вот буквально в этих вот 4 там строчках. Или, например, это вот узкие двери, да, у вас это не узкие двери, а потому что кто-то слишком много ест. Или, например, мне очень нравится диалог Пятачка с Винни-Пухом, когда Пятачок говорит, а куда мы идем? К тебе, конечно, говорит Винни-Пух. А у тебя что-нибудь есть? И Пятачок говорит, да, у меня есть там воздушный шарик. Нет, пожалуй, к тебе мы не пойдем. Вот. Ну вот, собственно, кажется, на все вопросы я ответил. Конечно, хочу поблагодарить за внимание ко мне, к моим стихам. Вообще интересно иногда бывает, потому что старые какие-то стихи, о которых я и сам уже забываю, вдруг люди печатают где-то и даже просят вот, значит, поделиться какими-то своими соображениями, что-то вот такое интересное тоже рассказать. Именно о том времени, о тех старых стихах. Вот. Так что спасибо вам еще раз большое. Надеюсь, еще меня будете печатать. До свидания. Всем пока.